Спасибо за приглашение. Я, конечно, сам не специалист именно современной финской литературы, я специалист переводов с удмуртского языка на финский. Я сам этим занимаюсь уже много лет. Но, конечно, я, как каждый финский человек, я сам читаю много финскую литературу. И, наверное, больше современную литературу, чем классику. Или классику я читал раньше. А сейчас что выйдет интересного, нового. И, конечно, когда я читаю даже удмуртскую литературу, не только то, что я буду переводить, но и вообще читаю и другие, чтобы узнать, что переводить, или просто для удовольствия. Очень интересно делать выводы о том, какая разница между финской литературой и удмуртской литературой. Некоторые интересные моменты там есть, очень яркие. Если начать о том, что я тоже читал только что в Финляндии на отпуске, я, конечно, читал детектив, или даже два детектива, потому что у нас очень много детективов, и люди их очень любят читать. И у нас очень хорошие писатели, которые пишут именно детективы, или только детективы. И тут, конечно, очень большая разница с Удмуртией тут, или с удмуртами. Конечно, русские детективы, конечно, есть, наверное, больше. Но удмуртские не очень. Их очень мало, если сравнить с Финляндией. Елена Минигарева написала свой детектив. Как это? Щетчулык. Да, я тоже прочитал. И если сравнить с финскими детективами, разница очень большая. Ну, во-первых, их намного меньше, почти нет финских, удмуртских детективов, если сравнить с финскими. И другая разница, что удмуртские детективы, они как-то очень не драматичнее. Там вопрос идет о какой-то загадке, маленькое дело, только интересно для одного человека, например. И ничего драматического не будет, если что-то не так будет. Только для одного человека. А финские детективы, они такие, многие из них очень драматичные. Там речь идет о будущем мире. Если там все не получится так, как герой делает, тогда мир исчезнет. Россия нападает на Финляндию, Финляндии не будет, или будет атомная война, Третья мировая и так далее. И особенно такие детективы есть у самого популярного писателя детективов, это Ilkka Remes. Это не настоящее имя и фамилия, но так он известен. Ilkka Remes родился в 1962 году, но начал почему-то писать только в 1997 году, когда ему уже 35 лет. Ну, он стал сразу популярным очень. У него такие большие детективы, драматичные, очень. Там все действия всегда идут и в Финляндии, и где-то в мире, во многих странах, на океане, в Африке,
и так далее. Все связано как бы с глобальными делами, с миром, что что-нибудь угрожает миру, грубо говоря. И, конечно, тут, что угрожает, это часто, но не всегда, это Россия. И поэтому вы, может быть, не слышали о Илкка Ремеса? Или кому это известный человек Илкка Ремес? А вы Никому нет? русский анекдот такой знаете, очень короткий. 22 век, на финско-китайской границе тишина. Такой русский анекдот. Хорошо. Значит, может быть, он не переведен на русский. Хотели это проверять, но не успели. Ну, и интересно узнать, переведен ли вообще на русский и почему нет. Ну, конечно, причина понятна, если нет. Но все равно не, потому что дело не в том, что это пропаганда против русских, но это как бы, может быть, лекарство, чтобы есть какие-то угрозы, проблемы геополитические, большие, непонимания даже, и это как бы, как можно работать с этими фобиями и проблемами, и когда человек прочитает эту книгу, и потом после прочитания понимать, что в самом-то деле такого не было еще, и, наверное, не будет такого кошмара, например, что будет почти ядерная война или что-нибудь другого. Один пример я скажу. Например, такие детективы у него, там сюжет такой, короче, что Иран хочет получить биологическое оружие из России. Тут есть какое-то тайное место, где работают самые хорошие специалисты мира. У них очень опасные оружия биологические. Но им, конечно, очень плохо платят. И поэтому один из работников хочет стать богатым, хочет получить много денег. И ему предлагает агент из Ирана, что пусть продает, пусть возьмет, такой ампуль, называется он такой, где сохранят вирусы, что ли. Так, давайте напишем название автора, да? Самые эффективные вирусы. И вот. Это где-то в России продает, уже он возьмет из рабочего места, из лаборатории, украдет это оружие, продает Иранам, и уже все готово, чемодан, чтобы поехать в Париж с деньгами, но его, конечно, не получится, потому что уже сразу узнают в России, что он это делал, и уже он никуда не поедет. Ну, это оружие уже на руках Ирана, и он поедет уже через Эстонию или Финляндию, чтобы в Иран это оружие передать, чтобы начать войну с Израилем, конечно, там. А там есть и агенты из Израиля, и финского. Это для молодых людей написано, это детектив.
И, короче, будет борьба, что будет ли это оружие там у Ирана, в Иране, где будет уже мировая война, во всяком случае, начинается или нет. И будет ли другие агенты из США, из России и Израиля получить это оружие. И все происходит там в Эстонии, в Германии и в Финляндии. И, конечно, не получается. Ну, вот такие детективы. Что все происходит в мировом масштабе. Если, да, он самый популярный и самый популярный детектив прошлого века, прошлого десятилетия, это детектив, который называется 6 декабря. Это День независимости Финляндии, и там тоже такой драматическая тема, что тогда ведь празднуют День независимости Финляндии в замке президента, и там их какие-то международные группировки на плен. Все гости там, всех там поймают. Но я это сам не прочитал вроде бы, что я не могу сказать больше. Но там тоже всегда начало самое драматическое, что можно придумать. А другой, наверное, также популярный. Это Reijo Mäki. Тоже пишет детективы. Он живет в Турку, и тут уже совсем другой стиль, потому что почти все проходят уже в городе Турку, в Финляндии. И уже понятно, что уже не так драматично все, но есть и некоторые исключения. Финны поедут очень часто, уже давно, кто может, кто хочет отдыхать на Канарские острова. И один из последних детективов, там все происходит на Тенерифе. Там тоже происходит непонятное убийство одной финки, и этот главный герой поедет туда выяснить, о чем дело. Там этот писатель сам объясняет, как это все начиналось. Все начиналось о том, что он первый раз в жизни он тоже был там. И был на горах. Там же высокие горы тоже. И там бывает в некоторых местах так, что когда-то после обеда всегда не только туманно, а можно сказать, что туманы падают из горы вниз. И у кого там есть дом на горах, это интересно наблюдать. Это почти каждый день так будет, что все хорошо видно, а потом ничего не видно. И именно в это время там происходит это непонятное убийство. И там очень хорошо написано, как там живут много финнов и как все это связано.
взаимно связано с этим обществом финнов. Это называется Tulivuori, это вулкан. Это только символично. И еще надо есть и женщины, которые пишут детективы. Лена Лехтolainen, наверное, самая известная из них. Они все связаны с Финляндией, не такие мирового масштаба, драматичнее, как у Ilkka Lemessä, но тоже очень популярные. И дальше. Уже давно в Финляндии тоже очень популярные исторические романы. Это Мика Валтери, один из писателей, или Кari Utrio. Оно уже... А Валтери, вот он много переведен на русский, так ведь? То есть это писатели вот еще с другого поколения, они хорошо переведены. Да, Мика Валтери, да, но он уже давно умер. Кari Utrio тоже классическая писательница. Она еще живет и, по-моему, пишет еще. Очень продуктивный тоже писательница. Удмуртские литературоведы всегда скажут, что финские писатели очень продуктивнее, если сравнивать с удмуртскими. Это, наверное, потому что они все эти профессионалы, самые хорошие писатели, они только пишут. Ну, что там сказать? Мика Валтери, Синуhe египтяnin, все происходит где-то, не только в Финляндии, может быть, в древнем Египте. в древнем Египте или где-то в Израиле во время Иисуса, например, такие есть тоже. Или Kari Utrio пишет о том, что было в Финляндии когда-то в среднем веке. Но это уже, можно сказать, классические, но есть и новые. Или Eila Pennanen можно. Eila Pennanen умерла уже. Ну, очень продуктивная тоже была. И они не пишут только о том, что происходило в Финляндии. У Eila Pennanen, например, есть очень хороший исторический роман о святой Birgitta. Это самая известная, скажут, самый известный человек вообще из севера во время в среднем веке. Она жила когда-то в начале прошлого тысячелетия. Это очень большой роман, очень длинно писать, но очень интересный. Ну, эта Birgitta, она не из Финляндии, она из Швеции. Ну, присаденница финка. Есть и новые писательницы, которые пишут исторические романы именно. Лена Леандер, одна из них. Она
написала очень известный роман о том, что было во время гражданской войны в Финляндии, значит, в 18 году. И еще Vilja Kaunisto, очень интересная писательница, пишет тоже исторические романы. Она сама живет в Южной Франции, пишет исторические романы, которые трилогии. У нее уже две трилогии, очень большие, 6 больших книг уже. Это первая трилогия расскажет о том, как в Среднем веке люди из Финляндии поехали в Париж учиться, потому что в Финляндии еще не было возможности. И что этот человек там познакомился с каким-то человеком, студентом тоже, очень умным. И они дружились, потом поехали во время отпуска в Южную Францию, и постепенно выяснилось, что этот студент, это не студент, а студентка. Ну, тогда она спрятала свой пол, потому что если она так не делала бы, она не могла бы учиться вообще, потому что это было запрещено женщинам. Такие случаи, наверное, в самом-то деле было тогда. И там очень интересные вещи, вообще аутентичнее. Я думаю, что она очень хорошо знает о том, что пишет. И вообще, например, Кари Утрио, которая пишет, наверное, еще пишет, ну, жива еще, надеюсь, она училась в университете и именно историю, так что она знает, о чем пишет. И, конечно, одна из самых популярных сейчас в Финляндии это Софи Оксанен. Может быть, и вам известная уже. Она пишет именно о том, что в истории, в близкой истории, что было именно в этом регионе, ну, в Эстонии и Финляндии. И в Эстонии именно, потому что она наполовинку она эстонка. Мама, что ли, эстонка или отец, я не помню, эстонец. Ну, она живет сейчас в Финляндии, по-моему, в Хельсинки. И она пишет на финском. Puhdistus – это самая известная работа. Здесь puhdistus – это очищение. Переведена на русский. Она на русском есть. И это о том, что было в Эстонии самые трагичные моменты того времени, когда в Эстонии началась премия Советского Союза. И это, конечно, драматизировано тоже. Я это посмотрел.
И кроме этого у нее есть и другие тоже связанные с темой Сталин и Лехмет. И позже тоже она что-то написала, но я не помню уже. Тоже недалеко от этой темы. Очень оригинальная, можно сказать, писательница, интересная. Rosa Liksom. Rosa Liksom, ну, старше меня немножко, ну, еще не старуха. Она очень интересная, ну, как она стала писательницей. Это как-то необычно. Она вообще не читала ничего в детстве. И до, когда ей исполнилось 35 лет, что ли, она сказала, тогда только она сама начала читать литературу вообще. Но в школе она читала, что надо было читать. И потом она начала в университете, попала в университет и изучала антропологию. И скажет, что это все влияет на то, как она пишет. Потому что антрополог – это человек, который наблюдает все детали, все визуальное. Для антрополога очень важно. И она, когда путешествует, она тоже все наблюдает и снимает на камеру или напишет, или рисует даже. Он невероятно энергичная такая женщина. Я это хорошо знаю. Она была у нас, когда я работал в Румынии, она была у нас гость, и она там ходила по городу весь день и все наблюдала и замечала. Лучше, чем люди, которые там живут. И делали сразу какие-то выводы. Она переведена на удмуртский тоже, я знаю. Да. Переведена. И она когда-то была, во время учебы, она была в Москве. Так что она, по-моему, знает русский язык тоже хорошо. И она родом из Северной Финляндии. И, конечно, Rosa Liksom это не настоящее имя, не настоящая фамилия. Настоящую фамилию и имя никто не знает уже. Но она сама, наверное, знает. Ну, я это не помню. Но Liksom это из шведского языка. Потому что она, это тоже как-то смешно и так необычно, что она жила во время учебы в Хельсинки, она жила где-то в коммуне вместе с шведскими студентами, и в шведском языке есть такое слово «liksom», будто бы или как бы. И это очень часто просто скажут, когда не знают, что сказать, шведскоязычнее. А как так получилось, что Да, она это роза, не будто бы читала? роза. Она будто бы роза. Да. Как так получилось, что она не читала в детстве? Но она не хотела, не интересовалась этим. Она хотела... То есть телевизор вот так уходил? Да, и это, наверное, связано с этим, что она из Северной Финляндии, где есть такие религиозные секты, христианские, лютеранские, они принадлежат к лютеранской церкви, но все равно лестadiolaiset. Есть такая секта, где
кроме Библии, по-моему, все было запрещено. Я понял. То есть религиозные-то она Да. читала Она, наверное, читала. и слушала. И слышала, да. И слышала рассказы, она так скажет. Но сама не читала. В детстве, только позже. Мы проходили в университете купе номер 6, по-моему, называется, неизвестно. Это- На русский переведен. Купе номер 6. Первый известный роман ее, так по-фински, купе номер 6. И это интересно, потому что там действия все проходят в России. Там, ну это очень просто, в принципе, там девушка финка в Москве учится, что ли, и хочет поехать в Сибирь, как все финны, один раз в жизни на поезде. И так делает. Ну, к сожалению, в одно купе попадет и русский мужик, который такой не очень любит пить водку и так далее. И не дает ей спокойствия. Ну, и она хочет когда-то в другое купе уже, но все равно они как-то соглашаются. И это очень там все, что происходит там в поезде, или что они посмотрят через окно, или где-то останавливаются, это как бы еще не очень понятно, почему это. Но потом в конце выясняется, почему она вообще решила поехать в Сибирь, чтобы подумать о своей личной жизни, кого она любит. И после этого Чушь. значит, в прошлом году вышла этот роман Эверстина. Это роман интересный и в том, что там язык Северной Финляндии. Это не литературный финский язык. И там это как бы старая женщина, которая расскажет о своей жизни на своем диалекте, потому что она тоже из Северной Финляндии. И Эверстина это значит жена. Эверсти. Эверсти это, наверное, какое-то название. Не лейтенант, а Эверсти это другое. Какой-то чин военный. Да, военный какой-то. Ну, большой человек. И, значит, эта женщина была женой большого военного до войны, и во время войны, и после войны. И тут тоже такой же, немножко похож на купе номер 6. Все происходит в Финляндии, в Лапландии, но там все рассказано, как было в это время, почему, какие настроения было тогда, в 30-х годах в Финляндии, в мире вообще, что все ждали войну и потом война
было, и что люди думали до войны, и во время, и после войны. И почему были такие люди, которые, Финляндия попалась между Германией и Советского Союза. Были, конечно, и такие люди, которые тоже были фашисты. И именно ее муж таким был. И там все будет понятно, почему он таким был. И потом, что случилось, когда в конце войны уже, какое отношение было к немцам, это там интересно наблюдать. Сначала они были хорошие друзья, потом стали врагами тоже. Или, например, там так хорошо написано, что сначала, когда немцам все было хорошо, в начале войны все было им хорошо, они все наблюдали финнов как монголы и так далее. А когда все уже было к концу, тогда только они предложили финнам, чтобы они стали там каким-то хорошим местом. Тогда уже не хотели этот его муж получить такое название. И там все не только что происходило во время войны, но до войны, например, какие были культурные связи, что она как посмотрела выступления каких-то ансамблей и после войны какие были советские ансамбли, например, когда Финляндия и Советский Союз начали дружиться. И какие сравнения она делала. И как она поняла, что какие времена были, во всяком случае, в 30-х годах, и почему поняла, почему появилась такая война. И тут тоже есть и личный кризис, трагизм, потому что этот человек, ее муж очень нормальный, очень хороший к ней в начале. Но потом он начинается бить жену очень жестко, и там, по-моему, очень хорошо описано вообще, почему какие такие люди, которые так делают. Это, конечно, очень жестко, там очень грубо, очень интересно. И, конечно, это долго не длится, такое отношение. И женщина, она намного моложе мужа, разводится после того, как попала в больницу, наверное, уже 10-й раз, и начинается жить отдельно. И там, по-моему, очень у никого другого писателя есть такой стиль, как у Роса Ликсона, что она не так длинно пишет. Даже эти романы, они не очень большие. Но там у каждого слова есть какое-то... У каждого слова на своем месте, и есть тогда выводы, предложения, где
сказано больше, чем во всем там на самом случае. Что там написано, там сказано намного больше, какие-то монументальные, символистические фразы, выводы. И сейчас она тоже продуктивная, пишет сейчас третий большой роман, и это будет тоже связано это имя еще, название еще неизвестно. Один литературовед исследовал уже произведение Роса Ликсона, и он делал такой вывод, что Роса Ликсон в самом деле изучает большие идеи в своих романах. Это купе номер 6, там она исследует социализма или коммунизма, а там Эверстина, там она исследует фашизма. И третье, конечно, это будет исследование капитализма. И действие проходит, конечно, в США. Сейчас она пишет такую книгу. Я думаю, что тоже будет интересно. Но она сама не знала, что она исследует такие идеи. Ну, этот литературовед так написал диссертацию об этом. И Роса Ликсон согласна с этими выводами. Конечно, тоже поэты есть в Финляндии, но я сам не очень читаю современные стихи. Конечно, например, Томми Таберман. Имя почему-то немецкая фамилия, но он, по-моему, шведскоязычный финн. Но он тоже умер, к сожалению, рано умер. Да, а в рассказах я тоже не могу много сказать, потому что мне как-то кажется, что финские рассказы, они мне так мне близко или так там как-то не сказано так много и так хорошо, как в романах. В отличие от удмуртских рассказов. То есть удмуртские рассказы лучше финских рассказов? Да, мне так кажется. Например, у Роса Ликсона у нее есть тоже рассказы, но они как-то не очень. Там непонятно, что они хотят сказать. Они рассказывают часто абсурдные какие-то. Поэтому, наверное. Но есть хорошие рассказы. Ну, это мое мнение. А поэзия насколько популярнее? То есть все-таки вот вы говорите, что детективы популярны, да, там, романы исторические. Да. Поэзия насколько занимает много места в жизни финна? Ну,
конечно. Вот удмурты все пишут стихи, просто не все печатают. А вот финны Нет, все... в Финляндии тоже так скажут, что все пишут, но не все покажут. Но если не стихи, тогда что-то другое. Ну, стихи сейчас, я думаю, что там в поэзии больше всяких экспериментов такие странные, слишком или нарочно, чтобы непонятно, совсем непонятно, почему так делают. А романы или детективы, конечно, особенно детективы, они всегда как бы понятнее. Или, я не знаю, может ли быть абсурдный детектив, современный какой-то, непонятный, гротескный. Может быть. Наверное, ну, таких не пишут. А в поэзии все экспериментируют. Самые известные поэты финские. Кто? Сейчас? Не очень трудно сказать. Я современных не очень знаю. Классических есть и многие, которые читают классические больше. Можно вопрос? Конечно. У меня как бы много вопросов самого. Первый вопрос. Вообще как идет процесс вот преподавания и изучения литературы в школе в первую очередь? То есть вот отдельный курс есть финской литературы, я в контексте мировой литературы. То болгар, например, нет отдельной болгарской литературы, она не изучается в рамках всего такого вот мирового процесса. Вот первый такой вопрос. Ну, в Финляндии, да, в Финляндии Есть какие-то школы- имена, которые обязательны, как бы набор, который во всех программах практически? Да, есть. В Финляндии есть предмет, это финский язык и литература. Там иногда преподают финский язык, грамматику, надо написать сочинение и так далее. И надо читать. Или расскажут о литературе, например, и не только финскую. Там, конечно, расскажут о эпосах мира, например, не только о Калевале. А Калевалу надо читать, может быть, не полностью, не всегда проверяют, но надо знать, о чем Калевала вообще-то. И некоторые другие произведения, ну, конечно, можно выбрать, что читать. И, например, у меня в школе было так, и может быть есть и сейчас, что просто если читаешь дома, во время свободное, когда в свободное время дома читаешь, тогда просто скажешь, напишешь где-то, какое произведение прочитал, и за это преподаватель может дать какие-то плюсы. Даже не проверяя, читал или нет. Это тоже уже хорошо, что школьник знает, что такое произведение есть. И это написал в тетрадь. Ну, например, я когда так в школе, я в самом деле прочитал эти книги, которые я туда писал. То есть как бы вот такого устойчивого набора обязательно Да. изучения нет. По-моему, если сравнить с другими странами, такие списки, которые обязательно надо прочитать и жестко проверяют, прочитал ли или нет. Таких мало, по-моему, так скажут. В других странах более жестко. А вот этот процесс, который сегодня у нас традиционно так повелось, что, в общем-то, он литературный процесс вокруг толстых журналов обычно крутится. Толстые литературные журналы, мы, наверное, уже видели сейчас, вот, я не знаю, что не первый год в России. Есть в Финляндии вот такая традиция толстых литературных журналов. И как вот вообще, вот, допустим, человек написал, но тема впервые появляется, он сразу сдается издательством, или где-то вначале его обкатывают в газетах, там, допустим, в журналах. Есть такие журналы, но, по-моему,
может быть параллельно. Ясно. А вообще тиражи большие, нет, скажем так, у книг идут? Тиражи книг. Да. Ну, если детективы популярные, Ремеса или Мэки, конечно, тиражи большие. Например, я этот самый популярный детектив продали 2 миллиона. Это в Финляндии уже хорошо, если там 5 миллионов. Это, по-моему, почти каждый второй фильм, каждый взрослый фильм прочитал. Ясненько. А по вашим вот наблюдениям, вот это модное увлечение были сейчас, допустим, постмодернизм и так далее, кроме поэзии, ну, поэзия ладненькая, а как-то литературе сказывался в фильме или нет? Здесь примерно буквально захлестнулось все это дело в одно время. Постмодернизм? Да. Ну, наверное, есть. Всякие есть. Ну, такие, наверное, не популярные. Есть такие эксперименты, я сам не читал. Такие книги, где даже пунктуации нет. Целый роман так написан. Что там не большой буквы, не точки, ничего. Ну, у нас, по-моему, Нарбикова так писала. Валерия или Виктория Нарбикова, такая писательница, она, ну, при минимуме вот этих знаков. Ну, точки-то, по-моему, ставила, а вот других-то знаков вроде не было. У нас традиция, если имя Александра Сергеевича пунктуации не было обязательно. Венгерские постмодернистские романы славятся тем, что предложения могут на несколько страниц. Надо Шпетер или Эстрахази-то. Ну, одно предложение, 2 страницы, 3 страницы. В финской литературе есть такие какие-то яркие примеры? Ну, может быть, это книга, где пунктуации нет. Но я это не сам читал, так что я не могу сказать. Ну вот то, что ты приводишь пример, наверняка в этом длинном предложении есть точка с запятой. Там, безусловно, очень много запятых, вообще сложное И сочинение. наверняка есть точка с запятой. Вот точка, а внизу запятая. Не скажу Они сейчас. фактически как точки вот эти. Когда вверху точка, а внизу запятая, она рассматривается как точка. Удмуртский язык такого не потерпит, конечно, со своим синтаксисом. Да, и, например, и в финском языке тоже это нетипично. Например, у Иксома очень типично, наверное, короткие предложения. Интересно. Ну вообще попробуйте сказать такое длинное предложение. Ну, в русском языке, мне кажется, например, легче. Нет, а когда- сказать-то попробуйте. Написать-то можно, а как сказать? Я так понимаю, что тексты пишутся для того, чтобы их читали. В том-то и дело. В том-то и дело. То есть это, ну, выпендрёж, грубо говоря. Для дела-то он не нужен. А вот в плане языка еще все-таки такой вопрос. Какой вот он язык финской литературы? Больше вот действительно коротких предложений или как? Какие у него художественные средства? В чем красота финского текста? Что ценится? Ну, там, наверное, чтобы выражать, что то, что человек хотел, что он может это передать. Что, например, Ликсом это другой стиль, чем, например, Eila Pennanen. Очень, Eila Pennanen, там длинный очень роман и длинные предложения. Но тоже хороший, вообще хороший, богатый язык. А Роса Ликсома тоже язык очень богатый. Даже если предложения могут быть совсем короткие. Там диалектные особенности, конечно, диалектные слова. Конечно, этот именно последний роман, поэтому
наверное, трудно переводчикам, потому что не все иностранцы знают северный диалект финского языка. Ну, она очень хорошая женщина в том смысле, что она поможет переводчикам. Она скажет, что она всегда в какое-то время дня сидит в Фейсбуке и сообщается с переводчиками. И отвечает на вопросы, которые у них есть из всего мира. Не знаю, Эверстина переводится сейчас на русский или нет. Я думаю, что, Я наверное, думаю, да, что потому что стоит все-таки она переводить. известная Да. писательница. Ну, в общем, может, я слишком много вопросов задаю. Я хотел такой вопрос по поводу Калевала прозвучало. Да, фэнтези вообще развит, жанр фэнтези у вас в Финляндии развит, не развит, насколько популярен? И в этой связи сразу вопрос такой уточняющий, потому что, вот, ну, по крайней мере, вот, судя по некоторым переводам, и опять-таки вот, по нашей литературе, очень много фэнтези как бы сделано с отсылкой к фольклору, будем говорить так, к тем же эпосам, которые есть. Ну, даже, по-моему, мультики стали у нас таких вещей. Вот в этом отношении, если фэнтези финское есть, а насколько оно вот обращается к этому наследию? Ну, в Финляндии фэнтези, наверное, финское фэнтези, наверное, меньше. И не так популярная. Популярная она как иностранная, переведенная. Например, Гарри Поттер, это же не финская, но на финском можно все прочитать. Так что иностранные более известные. А вот вы считаете, вот называли 918 год гражданская война, так финны считают это гражданской войной боевые действия 918 года? 1918. Да. После того, как в 17 году Финляндия стала независимой, тогда была гражданская война в Финляндии. Ну и по-другому скажут, кто как хочет. Кто за красных тогда по-другому скажет, а кто за белых тогда по-другому. Ну а там есть у вас такая градация, Может, красные и белые да. или нет? Конечно, есть. В Финляндии есть? Да. Там, может, там просто недавно был Нет, ну там там- на конференции, там финские историки прямо говорят, что это была красная, в общем-то, армия, была, Ну, и там егеря все- с Германии прибыли. И там всегда было, значит, равноправие, можно сказать, что всегда была такая в исследованиях тоже, что и точку зрения белых, и точку зрения красных тоже исследовали почти одинаково. Но, может быть, конечно, потому что белые же выиграли все-таки больше. Ну, может быть, в первом очереди точку зрения белых понимали. Ну, в принципе, есть и совсем ну и сейчас это тоже исследуют. Тоже, что происходило тогда. Я Потому сейчас что прошли 100 лет как раз. Да, подумал, у Керенского там была какая-то твердая позиция по Финляндии или У нет? кого? Керенского, председателя Временного правительства в 17 году Где? в России, ну и вообще в Российской империи. Ну, не знаю такого человека. Да, есть такая. Ну, которого в 17 году прогнали из Зимнего дворца. Ну, у Керенского, по-моему, была такая позиция, что не давать автономии Финляндии. Ну, конечно, там короткий срок был. Там же другая ситуация. Да. В отличие от Украины, там другая вещь. Там была корона, это была уния с императором. Когда императора расстреляли, там, соответственно, уже по-другому выглядела ситуация. Вот. У финнов, по-моему, шутка даже, если там просто Троцкий не успел Красную Армию, в отличие от Украины, послать. Да. Но нас как-то забывают, на Украине была своя Красная Армия, потом подошла с Россией. Да, это по-другому скажут, конечно. У кого есть какие-то традиции в семье, у которых
ну, отец или мама или бабушки, дедушки участвовали. Как они участвовали, тоже влияет на то, как человек думает об этом. Мы в этом тоже убедились в Ижевске по восстанию 18-го года в прошлом году. Здорово. Например, Здорово. можно сказать, вместо гражданской войны это Пуна Капина, значит, Красное восстание. Или, ну кто забыли, или братская война, или как еще. Есть много названий. Вот любопытно, в советское время как-то больше по понятным причинам переводили, ну, социальные романы, скажем так, да? А сейчас что-то пишут в Финляндии, ну, то, что социальным можно назвать. Как что? Роман, посвященный социальным проблемам. Социальным проблемам. Ну да, есть сейчас или вообще каким-то проблемам, да, социальным в том числе. Есть такие, ну, я могу сказать, кто такая, например, это такой простой роман от человека, который я это прочитал на марийском, потому что это был переведен на марийский язык. Но это о том, что человек остался без работы. И просто эта тема. И что потом будет, что он пытается делать. Но это уже давно было, когда это прочитал роман Гоксу Авлакия. Да, есть романы и о том, как в 90-х годах было такое время, когда люди, у которых были много кредитов, они потеряли все. Об этом тоже есть романы. Вопросы? А вот в общем финно-угорском процессе литературном какое Финляндия занимает место? Она дает ли финно-угорским другим литературам некий такой стимул развиваться? Что она дает? Что она дает? Да, Ну, она много какие дает. связи? Ну, к сожалению, удмурты начинаем читать дурацкие стихи. И потом устают, наверное. Надо читать хорошие романы сначала. То есть правильно так было бы предлагаю. брать за пример хорошую такую вот Детектив. литературу популярную. Даже детектив. Почему детективы в Финляндии стали, то есть, такие популярные? Потому что так как в Финляндии вообще как-то не принято думать, что где-то может быть произойти убийство. Там вообще спокойно. Я вот профилактика социальная. Ну, значит, как сказать, это Reijo Mäki и Лена Лехтулайнен. Это личные детективы, ну, где-то убийство и так далее. Ну, может быть, Ilkka Remes это не детектив, а, как сказать, jännitys. Приключенческое что-то? Нет? Jännitys. Kirjailija. Jännitys. Политический детектив у нас есть такой жанр, по-моему, в одно время. Какой? Политический детектив, как называется. Ну да. Интересно.
Значит, Вот, где... я смотрела «Человек без прошлого» в Финляндии, и тогда финны сказали, что вот этого там, что произошло, такого вообще не может в Финляндии. Поэтому я спрашиваю, как это там детективы популярность? Извините, может быть, перебью. Мне очень нравится, у Солоневича хорошая фраза есть. В общем-то, что в нормальной жизни писать романы невозможно. Как говорит Лев Николаевич, попробовал бы написать о нормальной семье. Ничего не получилось. А когда взял несчастную, толстую, то мамы Каренина. Нет, получилось бы, но сухомятина никому не Соцреализм. интересная, да. Ну, это какая-то общая тенденция, наверное, вместе с Швецией тоже. Там тоже хорошие детективы пишут. И я не пишу романы. Если бы вы были писателем, что бы вы написали? Детектив? Желательно о вашей жизни в Удмуртии. Ну, может быть. Это один вариант. Или политический какой-то. Ну, надеемся, вы напишете мемуары, да? Когда-нибудь. А еще я забыл сказать, и хороший, наверное, продолжает писать очень интересные вещи. Тоже женщина, писательница, которая тоже странно одевается, как Софья Оксана, но немножко по-другому. Катя Кетту, вот, молодая женщина. Интересно в том, что один из ее романов, это там главная тема Марицы. Я не помню, как. Я первый сказать, что ночные бабочки, так называется. Может быть, это переводится на русский тоже. Катя Кетту. Очень оригинальный, очень богатый такой стиль, придумает слова, можно сказать. И почему там главный герой Марицы, потому что она в Турку во время учебы она попала в одну комнату в общежитии со студенткой, которая была изучала финографдение в Турку, и через нее она узнала много о марийцев и стала интересоваться. Тоже стоит наблюдать, будет ли на русский его книги, ее книги или нет. Скажите, пожалуйста, какой писатель вы любите? Почему? Ну, это зависит от ситуации, наверное. Ну, наверное, я сам почему-то Милия Каунисто, этот исторические романы, они, ну, так, Интересно. так сочный язык тоже так хорошо написан, что было тогда. Там в Сорбонне, когда учились в фильме. Это так живо написано все. Это мне очень понравилось в последнее время. И Росо Ликсон тоже. А вот
в целом какое-то влияние других литератур на ваш взгляд есть, или вот шведов упомянули, тут сразу вспомните, вот, переводили, да, шведские инициативы очень много. А какие-то другие литературы как-то влияют на процесс, вот, который сейчас идет? Да, на английском, французском как-то. Удмуртская опять. Почему бы и нет? Ну, влияет. Наверное, влияет. Все влияет. Ну, там интересно, что ну, да, Роза Ликсом учила, была много в Москве. Это Илка Ремес живет частично в Южной Англии. А Мирия Гаунштейн живет в Южной Франции. Никто не живет в России. Остальные живут, по-моему, в Финляндии. Как это Юсти живет? Но он пока не написал. Ну, зато перевел уже. То есть, да, к нашей радости. Скоро, да, появится антология удмуртского рассказа на Да. финском языке. Ну, там тема этот есть. Там купе номер 6. Это полностью в России все происходит. И это Катя Гетту написала о Марицев. Так что В купе номер 6 про Болезино есть предложение. Ну, само собой, там же это главный ход, там на Болезино обязательная остановка. Ну, я думаю, в принципе, это было полно интересно. Если у вас какие-то вопросы еще остались, задавайте. А, такой вопрос. Не пробовали с финского на удмуртский переводить? То есть я понимаю, с удмуртского на финский, а обратный перевод. нет, потому что это дело удмуртов. Все-таки. Переводить на родной язык. Дело студента. Ладно, спасибо, что пришли.